Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке – ничто. Но человек мыслит и тем восходит к величию моря и неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен в глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше. От него и дальше, и следующий еще дальше, и без конца. Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горячего тандира пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обогряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просеную ранних сумерек. Джамилия смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – все будет сказано в музыке. Мы смогли достичь новейшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее, и потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать. Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия. Изо дня в день все выше восходит по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день.